Добрый вечер, товарищи. Вот так, 40 лет назад, каждый вечер начинала свою работу Ухтинская студия телевидения. Эта запись сделана в 1999 году. Диктор Ухтинской телестудии Людмила Прокофьева вспоминает прямые эфиры. Ровно в 19:00 каждый вечер улицы Ухты пустели. Горожане спешили домой или к соседям и вместе усаживались возле экранов. Чем живет родной город, район и край? А вначале шли телевизионные новости. Это события сегодняшнего дня о городе, о районе. Затем шли передачи общественно-политической редакции. Идея открытия местной телестудии в Ухте возникла в 1950 году. Спустя 8 лет началась стройка, и шла она ни шатка, ни валка. А между тем ухтинцам уже не терпелось увидеть собственное ТВ. Многие готовились заранее. Телеприемники везли из самой Москвы. Был построен такой длинный барак. Остряки местные назвали его «Лежачий небоскреб». Холодные комнатки, тесные, маленькие. Но, тем не менее, там помещались все творческие работники. Все 9 редакций. То есть была редакция народного хозяйства, экономики, была редакция литературно-драматических передач, молодежных передач, редакция писем, детская редакция. 8 марта 1960 года ухтинцы впервые услышали столь долгожданные слова «Здравствуйте, товарищи!». Пробную передачу вела Ирина Власова, инженер Ухтинского радиоузла. И, как часто это бывает, первый блин оказался комом. С юмором вспоминает ветераны ТВ. Когда в студию врубали мощные лампы, пробки вылетали не только в павильоне, но и на подстанции. Исчезала картинка, пропадал звук. Но это было только в самом начале. Летом в нашем городе не зажигают огней. Белые ночи. Это была настоящая киноиндустрия. Фильмы создавали не только про Ухту, но и всю республику. Развитие промышленности, обустройство города. Отснятый материал отправлялся на доработку в ленинградскую студию. Снятую кинопленку, эти тяжелые яуфы, так называемые, ящики упаковки фильмов по килограмм 15-20 они весили. Вот они везли их вручную, перегружали на поезд, с поезда на такси, из такси там снова, значит, и потом уже они возвращались с готовыми фильмами. До 1966 года студия работала с выходными днями, а после перешла на ежедневное вещание, выдавая в эфир по 3,5 часа. Транслировали новости, концерты и спектакли, которые артисты играли в павильонах, и только в прямом эфире. Спектакли «Яма», «Простите нас», «Жили-были старик со старухой». Кстати сказать, спектакль этот шел у нас 2 раза. Ее посмотрел Чухрай, который в то время готовился снимать фильм «В Инте» с таким же названием. И фильм я этот смотрел в Константиново, на Рязанщине. Посмотрел много нашего видеоряда там. Вернее, видеоряда, разводка с мизансцен наша. То, что мы здесь сделали в павильоне, это в основном использовали в фильме. Тамара Просожих пришла на ТВ в конце 60-х, готовила молодежную программу. Многие главные герои ее сюжетов связаны именно с великой стройкой Ухты. Это были такие личности, это были такие фамилии, которые до сих пор на слуху. А наше счастье, наш интерес состоял в том, что мы могли отследить время их становления. Я помню, как мы снимали на Вуктыле Василия Григорьевича Пудюка. Он тогда начинал со слесаря, потом стал механиком и показывал нам свои богатства, которые он прятал под кроватью, эти различные вентили и все прочее, чтобы в любую минуту ночью вскочить. Аварий тогда было много на Вуктыле, и эти аварии как-то устранить. К сожалению, яркая и насыщенная жизнь Ухтинской телестудии была относительно недолгой. В 1976 году Госкомитетом по телевидению и радиовещанию коми-организация была признана нерентабельной. Выдали передачу
Диктор еле-еле текст договорил. Ильин попрощался. Ну, все выдали, короче говоря. Я захожу к Турбачеву, уже Москва пошла. К Турбачеву захожу, у меня телевизор выключен, он стоит. Сотрудников студии жизнь раскидала кого куда. А многие фильмы, в создании которых было вложено столько сил и души, уничтожены. Но история города, история тысяч людей была запечатлена на этих кадрах. События важнейшие, происходившие в городе, районе, в республике и даже за пределами далеко республики. Наша география простиралась до Мурманска, до Колгуева, Москвы, Ленинграда, далеко за Урал. И все это было сожжено. Огромный пласт истории, запечатленный на кинопленках и фотоснимках Ухтинской телестудии, исчез навсегда безвозвратно. Сегодня о телестудии напоминает только вышка и вот это кирпичное здание. Сейчас здесь располагается городской отдел ГИБДД, но стены наверняка еще помнят звуки мотора, яркие софиты и приветствие диктора. Здравствуйте, товарищи! Елена Кононова, Виктория Науменко, телеканал Юрган.